По вопросам организации борьбы с сельскохозяйственными вредителями Министерство сельского хозяйства Абхазии тесно сотрудничает с российскими коллегами. В результате совместных работ, проведенных со специалистами Россельхозцентра, в прошлом году в республике удалось значительно сократить популяцию коричнево-мраморного клопа. Именно благодаря этим работам и получили хороший урожай цитрусовых. Представители Россельхозцентра и растениеводства Российской Федерации еженедельно практически приезжают к нам, они мониторят, смотрят, анализируют по наблюдениям, которые делаются совместно с нашими специалистами Российской Федерации. В этом году наблюдается снижение особи зимовки мраморного коричневого клопа на территории Республики Абхазия. Это благодаря тех работ, которые были проведены в прошлом году совместно с Российской Федерацией, с российскими специалистами. По словам Амирана Какаля, недавно визуальный осмотр мест зимовки клопа, например, в Скворчавском районе, показал, что количество особей здесь по сравнению с прошлым годом заметно сократилось. Министр при этом подчеркнул, что борьба с вредителями продолжается. В 2018 году Российская Федерация оказала Республике Абхазия помощь в виде 5000 литров ядохимикатов, плюс около 150 штук ранцевых опрыскивателей. Они были розданы по районам. Основная часть мраморного клопа сегодня сосредоточена в восточной части Абхазии. Это в 3 районах: Галский, Очимчирский, Токмачинский. Помимо распространения на территории Абхазии мраморного клопа, в настоящее время существует еще одна проблема – появление в нашей стране грибковой инфекции, которой подвергаются ореховые плантации. В прошлом году из-за ее распространения был уничтожен практически весь урожай орехов фундука. Сейчас с Российской Федерацией заключен контракт, и в скором времени в республику прибудут препараты для обработки 3000 гектаров ореховых насаждений. Они будут розданы по районам бесплатно. В прошлом году более 80% орехов фундука мы потеряли урожай. Вот. Многие думали, что орех фундук пострадал из-за вредителя мраморного клопа, но оказывается, это не столько пострадало от клопа, сколько от инфекционных заболеваний, как я выше говорил, мучнистая роста и серая гниль. Амиран Какаля также рассказал о планах по развитию сельского хозяйства в стране. В частности, есть программа по созданию крестьянско-фермерских хозяйств, которая направлена на стимулирование жителей села заниматься производством сельхозпродукции. Нала Кове и Нала Гухава. Руслан Орлов, Абхазское телевидение.